А такой подставы таджикское правительство не ожидало. Пришлось отвечать перед всем миром. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Ожидается, что Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в ближайшее время даст свою оценку положению нацменьшинств и этнических групп в Таджикистане. На минувшей неделе представители комитета в течение 2 дней заслушали доклад правительства Таджикистана о выполнении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и задали вопросы о положении населения Бадахшана и недавних конфликтах в этом регионе, а также о центральноазиатских цыганях и афганских беженцах. В целом, часть мероприятия в формате «Вопросы-ответы» продолжалась более 6 часов. Шейх Абдулла Али Аль-Миснет, докладчики Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, выслушав ответ представителей таджикского правительства о положении жителей Бадахшана, задавалась вопросом: хорошо, раз памирцы считаются таджиками, почему к ним не относятся как к таджикам? Почему постоянно допускаются репрессии в отношении памирского народа? Представители ООН попросили делегацию Таджикистана, состоящую из министров и других высокопоставленных чиновников, дать внятный ответ, почему в Бадахшане, где проживает памирское меньшинство, происходят систематические репрессии и кровопролитие. Заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахман Аламшазада ответил, что причиной беспорядка в регионе, по его словам, стали криминальные группировки, связанные с экстремистскими и террористическими организациями и дестабилизирующие ситуацию в Гбао. Они имели тесные связи с такими террористическими организациями, действующими в Афганистане, как Аль-Каида, ИГИЛ, Ансар-Лох и другими. Лидеры преступных группировок Горно-Бадахшанской автономной области контактировали по телефону с лидерами этих террористических групп, сказал замглавы МВД. В мае 2022 года группа жителей Хорога вышла на акцию протеста, требуя наказания виновных в смерти Гульбидина Зиобекова и отставки председателя ГБАО и мэра Хорога. Власти направили в регион войска для подавления протестующих, которых они назвали организованной преступной группой. Но жители Рушана перекрыли дорогу военной колонии. МВД Таджикистана сообщило о нападении протестующих на силовиков и объявило о начале антитеррористической операции. В ходе спецоперации силовиков в Хороге и Рушане десятки человек были убиты, более 100 участников акции протеста задержаны, десятки памирских активистов были осуждены на длительные сроки заключения, сотни были вынуждены искать убежище в других странах. На сессии ООН 20 и 21 апреля, где обсуждался доклад правительства Таджикистана о положении нацменьшинств и этнических групп, эксперты подняли вопрос о давлении на правозащитников и гражданских активистов Бадахшана, многие из которых были осуждены на длительные сроки. Представители Комитета ООН также выразили глубокую озабоченность в связи с высылкой 30 граждан Афганистана на родину, так как тем самим, по их мнению, правительство Таджикистана поставило под угрозу жизнь просителей убежища. Еще один вопрос, поднятый на сессии в ООН, касался положения центральноазиатских цыган, которые, по сообщениям неправительственных организаций, до сих пор подвергаются стигме и дискриминации, и правительство не принимает достаточно мер для улучшения положения этого меньшинства. Ожидается, что по окончании сессии представители Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликуют свои рекомендации правительству Таджикистана. Как вы относитесь к такой ситуации и к ответам представителей Таджикистана? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.